3 апреля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,89 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,9139 до 10,94 сомони. 1 евро от 11,8907 до 12,05 сомони. 1 российский рубль от 0,14 до 0,1430 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром немного замедлили рост, который при этом составляет около 5%. Инвесторы оценивают новости о сокращении добычи нефти ряда стран ОПЕК+. Цена на нефть марки Brent составила $83.78 за баррель, марки ВТИ $79.37 за баррель. Стоимость золота опускается в понедельник утром, тем самым несколько корректируясь после значительного роста по итогам прошедшего первого квартала года и составляет $1969.35 за тройскую унцию. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана обнародовал данные о притоке прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2022 года в разрезе регионов, а также городов и районов республики. Среди регионов наиболее привлекательным для иностранных инвесторов предсказуемо оказалась Ардийская область. Это свыше $115 миллионов, которая еще с советских времен является сравнительно продвинутой в промышленной отрасли. Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику 4 других регионов страны сложились в следующих объемах. Хатлонская область – $60 миллионов, Душанбе – $45 миллионов, районы республиканского подчинения – 682 тысячи и Горно-Бадахшанский автономный округ – 665 тысяч. Среди городов и районов страны в стройку лидеров по привлечению прямых иностранных инвестиций вошли Гулистон, Дангара и столичный район Сино. В целом же за 9 месяцев 2022 года прямые иностранные инвестиции получили только 21 из 68 городов и районов республики. Общая сумма привлеченных в экономику Таджикистана в январе-сентябре прошлого года прямых иностранных инвестиций составила $221,3 миллиона. В совокупности с портфельными и другими инвестициями в республику за вышеуказанный период поступил иностранный капитал на сумму $405,7 миллионов. В Хатлонской области решили основать производство кофе. Для этого местные власти выделили 10 тысяч гектаров в Джайхунском и Вашских районах. В этом году садоводы уже посадили 1,1 миллион штук саженцев кофейных деревьев, привезенных из Индонезии. Как сообщает пресс-служба председателя области, выращиванием кофейных деревьев занимаются более 100 фермеров из 2 районов. Закладку новых кофейных плантаций финансирует Starbucks Corporation, американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеин. При средней плотности закладки 2500 кустов на гектар за 5 лет будет посажено 25 миллионов саженцев сорта арабики кофейного дерева, отметил директор Департамента внешнеэкономических связей Starbucks Corporation Питер Айсман. По его словам, первый урожай таджикского кофе будет получен в 2027 году в объеме 200 тысяч тонн. Starbucks Corporation планирует к тому времени построить завод по переработке кофейного сырья в Бахтаре, где будет работать 5000 специалистов. Искусственный интеллект предложил ввести налог на использование социальных сетей с целью борьбы с распространением слухов. Предложение уже одобрили на предварительном парламентском слушании. 1 апреля в таджикском парламенте прошли слушания по поправкам в налоговый кодекс. Ранее в налоговый кодекс уже вносили изменения, однако эти поправки значительно отличаются от всех предыдущих. Для их разработки впервые использовался искусственный интеллект. Процесс создания законодательных изменений начался с того, что эксперты загрузили последнюю редакцию налогового кодекса в чат ГПД, один из самых популярных чат-ботов с применением искусственного интеллекта. Используя алгоритмы машинного обучения, искусственный интеллект выбрал наиболее смелые идеи, как еще можно было бы поэкспериментировать с налоговой ставкой в стране. Одним из одобренных предложений чата ГПД стало введение налога на социальные сети.
С июня 2023 года желающие использовать соцсети должны заплатить 100 сомони за каждый месяц использования. Такое решение объясняется тем, что в соцсетях распространяется слишком много слухов, а на борьбу с дезинформацией и ее последствиями уходит слишком много денег. Еще больше искусственный интеллект предлагает платить тем, кто хочет вести собственный блог. Предложенная сумма составит 5000 сомони в год. За неуплату налога предусмотрено жесткое наказание. Штраф в размере 40% неуплаченного налога или до 6 месяцев лишения свободы. Чиновники, которые работали над законом, отметили, что использование искусственного интеллекта позволило им значительно сократить время, затраченное на написание закона, а также получить нестандартные идеи по сбору налогов.